Дорогие, добрый день, Дэдди Халшин, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. И у меня сегодня посылка уже от нового интернет-магазина. Здесь я еще ничего не заказывала, беру оптом. И мы с вами сейчас сделаем распаковку и посмотрим, что же я заказала и что из себя представляет этот интернет-магазин. Он тоже ивановский трикотаж. Ну и вот, друзья, вот такой вот у меня заказ. Сейчас я вам покажу, что и как. Так, и тут у нас маски в подарок. Первая вот подушка, бамбуковое волокно. Стоит эта подушка 423 рубля. Сейчас я ее распакую и скажу вам, почему я ее заказала. Ну и вот, скажу, почему я ее заказала. У моего дивера аллергия на пух и перо, поэтому для него я всегда покупаю бамбуковые подушки, с бамбуковым волокном. Эта подушка стоит 423 рубля, друзья. Мягкая, симпатичная подушка. Вот так вот. Теперь дальше. Так, значит, вот заказала я своим сыновьям и диверу вот такие вот толстовки серого цвета. Качество хорошее, как у всех вещей ивановского трикотажа. Она не такая толстая. И стоит она 913 рублей. Так, вот такая толстовочка. Приятная такая на ощупь. Это то же самое, я не буду распаковывать, просто на размер меньше, это второму сыну. Хотя давайте распакуем. У них у всех размеры разные. Вот то же самое. Видите? Просто она размером поменьше. Вот такой вот капюшон. На завязочках. Можно затянуть, если они хотят. И тоже очень приятная на ощупь материал. Все хорошо. Вот такие вот карманы. Карманы в толстовке. Капюшон. В принципе, толстовки, которые всегда нравились нашей молодежи. Вот. Эти две в сером цвете. И, друзья, еще одна вот такая вот же толстовка, только в черном цвете. То же самое. Капюшон на вот таких вот хорошеньких шнурках. Капюшон двойной, с такими же карманами накладными. И все точно так же. Хороший манжет. Хорошо все прошито, и материал тоже очень хороший. Эту толстовку я, друзья, заказала своему диверу. Он захотел в черном цвете. Так, и, друзья, все эти три толстовки по одной цене, потому что это одни и те же, еще раз скажу вам, по 913 рублей. Теперь еще одна толстовка, она чуть другая, ее заказал Ибрагим себе. Ему понравилась вот такая вот. Она мне тоже нравится. Симпатичная такая вот. Комбинированная. То же самое. Двойной капюшон. Но тут, правда, нет карманов. Те же рукава. И завязочки такие интересные. Шнурки. Качество хорошее. Тут явно видно, что тут качество хорошее. Но цена тут чуть-чуть подороже. Она стоит 1291 рубль. Вот такая толстовочка. Качество мне очень нравится именно вот у этой толстовки. Это тоже хорошее, но вот это чувствуется, что получше качество. И вот такую вот футболку заказал себе Ибрагим. Как видите, тоже она симпатичненькая такая, тоненькая. То же самое качество, очень хорошее, трикотаж хороший. Стоит эта футболочка 538 рублей. И вот такой вот заказ у меня сегодня небольшой, на 5000. Нам покупка наша понравилась. Качество тоже самое очень хорошее. Я вам рекомендую. Но еще, конечно, от нас отзывы будут после того, как мы их постираем, поносим немножечко, еще раз вам скажем, что и как. И если вас заинтересовала
откуда я заказывала. Я оставлю ссылку на сайт интернет-магазина «Беру оптом» в описании и закреплю в комментариях. Заходите, посмотрите, там тоже очень много чего. И женские халаты, и для дома, и, ну, короче, все-все-все. Вы сами зайдете и все сами увидите. Я заказала то, что мне нужно, а вы можете выбрать и заказать то, что нужно вам. И, друзья, до 26 декабря на сайте будет проходить финальная распродажа до 35% на весь ассортимент. Так что заходите, заказывайте, покупайте. Аишка, кто тебе подарок дал? Дед Мороз? А? Акул фига подарка чаку. Аишке Дед Мороз подарок дал. А ну-ка покажи, что-то это Дед Мороз с ценником этот подарок дал. Ну-ка, что тут у нас? Ух ты! А ну-ка, что тут? Гостя? Ну, давай, распаковывай, посмотрим, что там. Резиночки, что ли? Давай я помогу тебе. Вот так. Ну-ка, а ну-ка, стойись. А я кресло. Вот так. Ну-ка, что тут такого? Это резиночки. А ну, давай посмотрим, что в подарке. Это, наверное, эти пазлы собирать. Да? Да. Тут будешь собирать. Паровозик такой надо собрать. Ну-ка, что еще в подарке? Давай 230. Что? Вот такие сладкие кукурузные палочки. Вот такие ненужные лейсы. Чипсы, вернее. Не лейсы, а чипсы. Вот хорошая шоколадка. Лешки тоже ни к чему не нужны. Сок. Конфетки такие. Это тоже конфетки. И такое яйцо шоколадное. Я Ибрагиму сказала, у меня лежит сумочка красненькая в подарок, которую присылала мне Лена, когда присылала для кур жмых такой. И я в этот мешочек всегда, бархатный мешочек, кладу ей сладости. На этот раз я не успела приобрести ничего. Я ее послала в магазин за курочкой. Я говорю, купи какие-нибудь сладости, чтобы я в эту сумочку положила. Он говорит, мам, давай я готовый подарок куплю, чем это. Все-таки нет, лучше покупать самим, а не подарок, как я вижу. Хотя ничего, все нормально тут, но ни эти кириешки, ни эти чипсы я бы ей не покупала, ни эти вот таблеточки, типа жевательная резинка, тем более не нужна. Ну, что теперь поделать? Так, мои дорогие, мы сегодня будем мариновать и готовить баранью ножку. Значит, в холодильнике делала ревизию и нашла вот такую вот баранью ножку. Теперь мы снимем отсюда лишний жир. Просто дело в том, что у меня холодильник не тянет. Но у меня 2 холодильника и морозильник. Один холодильник здесь в кухне, а второй там, в новой кухне. Второй холодильник и морозильник стоит там. И, короче, друзья, у нас очень плохая, электричество очень плохое. Не тянут холодильники. И холодильник начал размораживаться, плохо морозить. И поэтому я освободила этот один холодильник, чтобы он не работал пока зимой. Ну, переложила сюда, туда все. Хотя мне морозильник бывает нужен свой больше, ларь бывает нужен для заморозок, но все-таки пришлось и туда немножко позапихать. Ну, я думаю, ножку баранью я все-таки, наверное, запеку, не буду
ее и замораживать. Но она не полностью разморозилась в морозилке, но все равно, думаю, раз уже начала размораживаться, подтаивать, то замораживать уже не буду. Поэтому вот, уберем лишний жирок с нее. Так. Обычно в этом жире бывают лимфоузлы, здесь их нету. Это тоже уберем. Вот. Если будет лимфоузел, то мясо будет пахнуть. Ну и вот эту вот пленку тоже я уберу. Так вот. Все. Так, и вот тут вот должен находиться, вот где нога, должен находиться лимфоузел, где сгибается нога, и надо его найти. Вот он. Вот он. Вот он находится, где вот сгибается вот эта нога. Не с этой стороны, а вот с этой стороны. Я вам сейчас разрежу, покажу его. Вот этот вот лимфоузел. Если он останется в ноге, то будет специфически... Ой, и нельзя потом этим ножом же и резать, потому что тоже запах передастся. Специфический запах баранины будет. Ну вот я подготовила чесночок, масло. И теперь мы будем делать вот такие вот надрезы произвольно, чтобы не потерять их. Короче, сразу закладываем чесночок и так поменьше нож. Масло у меня размягченное и немножечко масла сливочное туда же. Вот с чесночком. Вот сделали надрез, засунули чесночок. Так, значит, чесночок сюда положили и кусочек масла. Вот так вот. Так, здесь был сделан надрез. Вот. То же самое. Чесночок и кусочек масла. Так, и, друзья, чуть-чуть не забыла. И также соль. Тоже вот в эти дырочки будем соль засыпать. У меня адыгейская соль. Вот так вот.
Ну и вот так вот до конца. Сейчас я нашпигую, потом подключусь. Так, ну вот, друзья, значит, я с обоих сторон зашпиговала чесноком, солью и маслом, получается, вот везде, вот в этих надрезах. Вот так вот. Так, ну немножечко еще сверху присыплю солью адыгейской. Вот так вот. Теперь так, хочу еще вот этой вот приправой острая Мексика немножко посыпать. В те же и дырочки. Вот так вот. Аромат действительно, друзья, у всех приправ. Вот такой аромат прекрасный. Это что-то. Так, вот. И теперь у нас вот такое вот размягченное сливочное масло. Я вот так вот натру сверху всю нашу баранью ляжку. Так вот. Все. И, друзья, и все это мы оставим до утра в холодильнике. Сейчас завернем в пленку. Так. Так вот. Пачкать. Так, все. И вот так вот наша баранья ножка полежит до завтра в холодильнике. Она, конечно, маленькая, но также можно сделать и большую. Ну вот, друзья, наша баранья нога замариновалась. Сегодня мы будем ее дальше выпекать. Так. Я хоть тут немножко и сделала приправами сухой аджики. Но мне что-то захотелось и такой аджики от Лали немножечко намазать перед запеканием. Конечно, баранья нога у меня небольшая, как видите. Ну, какая уж есть. И, друзья, это второй день. Аишка у меня была вчера. Вчера снимать ничего у меня не получилось. Потому что очень сильно капризничал у меня Мухаммед. Мы даже пообедали вчера в 4 часа. Потому что его просто с рук нельзя было выпустить. Плакал, капризничал. У него растут зубки, уже 3 зубчика прорезалось. Но еще и у него такая проблема, как бы стоматит, не стоматит, ну, герпесная и ангина, и стоматит. Все вместе, короче, у ребенка. И поэтому он очень сильно капризничал вчера. Вот так вот. Как вы помните, мы нашпиговали же вот это вот все. Теперь хотела это обрезать, но никак мы не можем найти топор. Вот эта вот штучка, в принципе, нам не была нужна. Так. Каспий. Уйди, пожалуйста, уйди. Теперь вернем
фольгу. Духовку я уже включила. Ну, где-то на 180 градусов. Но сейчас в моей духовке вряд ли будет 180 градусов или сколько, потому что очень плохо это еще раз. Плохо горит у нас газ, потому что холодно, потому что у нас снег. Уже 11-12 градусов холодно. Для нас это, конечно, нет, даже 13 сегодня было. Для нас, конечно, это много. И, видимо, все повключали себе отопительные приборы еще больше, поэтому газа нам практически не хватает. Ну, сколько будет печься, столько и будет. А так обычно на 180 градусов, где-то на 1,5 по величине бараньей ноги. Если меньше нога, то, конечно, печется поменьше. Если больше, то больше. Вот, поставим в духовку. И все. И теперь буду ждать, пока она запечется. Ну и вот, она уже почти готова. Вот, нож проходит спокойно. Я даже немножко отрезала. Но для того, чтобы она была красная корочка, мы сейчас ее без фольги поставим еще минут на 15-20, чтобы получилась такая красная корочка. Друзья, вот наша нога уже готова. Как видите, все прекрасно пожарилось. Сейчас будем ее проверять. Больше я не хочу ее, чтобы она запекалась, краснела. Проверим ее на сочность. Вот, как видите, она сочная. Переложим на блюдо. Так. И вот, друзья, видите? Она очень сочная нога получилась за счет того, что мы туда и масло, и соль, все туда в дырочки запихивали. Вот. И пропеклось прекрасно. Сейчас попробую на вкус. Друзья, ножка очень вкусная. Ибрагим тут надо мной издевается, еще сам не пробовала, а говорит, она невкусная. Действительно очень вкусная, очень сочная. И все приправы прямо вот на месте. Вот делайте по этому рецепту, получается очень-очень даже вкусно. Сейчас я сделаю просто салатик, аджика, и мы поужинаем. И из-за того, что вынут был им лимфоузел, запаха баранины вот совершенно нет. Так что, друзья, обязательно найдите этот лимфоузел. Я знаю, что я очень плохо снимала, но потом только узнала об этом. Но в следующий раз баранью ногу мы будем запекать, чтобы было все четко видно. Ну все, друзья, на этом сегодняшний я свой влог закончу. Всех благ вам, мира и благоденствия. Ну вот как-то так сегодня.